А мне некуда, мне только на вокзал собрать вещи и пойти. Больше мне некуда пойти. Квартирный вопрос у Ирины Амариевой встал ребром полгода назад. Тогда женщину и всех жильцов общежития на Хализова, 26, руководство института попросило освободить комнаты. Однако, по словам нашей героини, причину выселения не объяснили. Сейчас здесь проживают 3 семьи, 2 из которых готовы съехать. А вот Ирине вместе с 3 детьми и внучкой идти некуда. У меня муж работал проректором в институте, а у нас не было жилья. Вот, и нам руководитель прежний Ильдар Эдгарович Шайдулин предложил это помещение. Мы заключили с ним договор. Мы прописались. Кроме прописки в 3 комнатах общежития, у Ирины Амариевой больше никаких документов на собственность нет. Приватизация и договор об аренде отсутствуют. Семью предупредили, отключат горячую и холодную воду, а также закроют кухню. По словам женщины, такие жесткие меры последовали после того, как сокращенные сотрудники обратились с требованием полностью выплатить им зарплату. Мы работали сутки через трое, но нам не выплачивалось ни ночные, ни праздничные, нам это ничего не... Мы подали в трудовую инспекцию, она подтвердила, трудовая инспекция подтвердила, но документы странным образом почему-то в институте уничтожены. Не было в то время праздничных, ночных, всяких таких поощрений не было. Вы обращались в трудовую? Конечно, я также в трудовую, также в прокуратуру. Дело передали прокуратуре Советского района. Пока ответа сокращенные сотрудники не получили. Действительно ли работникам общежития не выплачивали зарплату должным образом? Вернут ли им деньги и почему Ирине Амариевой указали на выход? Эти вопросы мы направили в главный офис института в Москве. Произошло сокращение группы вахтеров на охрану ЧОП согласно требованиям антитеррористической защищенности объектов подведомственных Минпросвещения России. Все выплаты по сокращению бывшие сотрудники казанского филиала получили. Ирина Амариева была единственным сотрудником за последнее время, проживающим в здании общежития. На данный момент здание находится в аварийном состоянии, и его эксплуатация невозможна. Общежитию 54 года. Капремонт не проводился. Почему только сейчас выяснилось, что здание аварийное и проживать в нем опасно? Казанский филиал Института профобразования в письменном уведомлении попросил Ирину Амариеву освободить комнаты до 23 августа. В случае отказа институт будет вынужден обратиться в суд. Мы следим за развитием этой истории. Наталья Мизина, Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.